Geleceğimiz çekidir büyün. Bu başı şangısını bize başlar her bir yeni gün. Adımlarız yeni güne GRT kanalından Şenca. Kız koparmış iki gülcez güllük içinden. Da düşünmüş hangi yıl yaz kaçacak gülden. Da düşünmüş hangi yıl yaz kaçacak gülden. Düşünürken uyuklamış güllük içinde. Düşünürken sabahlamış çiçekliğin içinde. Düşünürken uyuklamış güllük içinde. Haydi! Düşünürken uyuklamış güllük içinde. Açın sünmüş bitki yıldız, çocuklar ses etmiş. Kalkma re kız, yaftun evleniş. Kalkma re kız, yaftun evleniş. Koy evlensin, o beni beğenmedi. Koy evlensin, o beni sevmedi. Koy evlensin, o beni beğenmedi. Benim yavrum havada bulut, gökte bir yıldız. Güzel kısmet onu bulmuş sevinmiş. Güzel kısmet onu bulmuş evlenmiş. Hoppa! Güzel kısmet onu bulmuş evlenmiş. Güzel kısmet onu bulmuş evlenmiş. Uyanırız hem de uyanırız biz Şenca çünkü adımlarız sizden yeni güne. Ondan da bekleriz. Yeni buluşmakları, yeni umutları hem de yeni sözleri. Yeni türkü bizim programımızda olacak prezentatsiya bu sabah hem de bu zamanda çünkü stüdyomuzda var misafirimiz Gagauzyan genç türkücüsü Irina Milkan. Türkü olacak. Gagauzyan baş kasabası için Komratçın laf edeceğiz biz Rus dilinde. Ирина и Селимиром, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Очень приятно быть у вас вновь на студии. Спасибо, все очень хорошо. Добро пожаловать. Спасибо. Ирина Милкан, ну, насколько я слежу за вашим творчеством, периодически выходит на песенную творческую сцену, периодически исчезает. С чем связано последний такой перерывчик? В принципе, я на сцене всегда, да. Что касается новых песен, да, есть такие небольшие паузы. Это связано с какими-то личностными стечениями обстоятельств, может быть, жизненных. На данный момент сейчас у меня была такая пауза, потому что я ушла в декретный отпуск. Это очень счастливое, да, спасибо, счастливое время, поэтому это того стоит. Кто у нас родился? Мальчик у нас родился. Мальчик. Да. Наше поздравление, пусть здоровеньким растет. Спасибо. Ирина, предыдущая песня, вернее, последняя из песен была написана на слова покойного Петра Мойси. Песня, которая очень многим по душе пришлась.
Вот. Сегодня, как понимаю, эта же песня тоже на слова Петра Мойся. Да, да, мне посчастливилось на самом деле быть с ним знакомой, пообщаться. И, как вы уже сказали, предыдущую песню он писал слова, если вы помните, прям вот под мой рассказ, да, он прям под нашу историю писал. А потом у нас с ним состоялся такой разговор, что если вдруг что-то мне когда-то захочется еще выпустить, я смело могу открыть его сборник и выбрать какое-нибудь произведение, и опять же сделать что-то очень красивое. И сейчас уже, когда его нет, естественно, мне пришлось только разве что обратиться к его семье, и я поговорила с его дочкой Таисией. И спасибо ей большое, она с удовольствием поддержала мою идею, сказала: 100% бери, пользуйся, это очень-очень классно. Благодарна ей за это. Какие слова выбрали, какой текст выбрали к новому исполнению? Я очень давно планировала выпустить песню, связанную с родным краем, что-то может быть про город или про Гагаузию. И вот там как раз в сборнике я нашла стихи на тему Камрата, нашего города родного, где я родилась и где я живу. Вот, и они мне оказались очень по душе, вот поэтому я решила ими воспользоваться. Насколько я знаю, вы в вашем песенном творчестве, как правило, на первом месте была тема любви. Камрат мне почему-то навеивает такие мысли, что это патриотическая тема будет звучать, да? Ну да, это патриотическое. Это новшество в вашем да, творчестве получается? Это эксперимент. Кстати говоря, эксперимент не только с темой песни, а с самой подачей и с музыкой, потому что эта песня получилась не совсем традиционного характера, она своего рода капельная, и я, честно говоря, наверное, я, может быть, решилась на этот шаг для того, чтобы попробовать что-то новое, чтобы достучаться каким-то другим образом до наших людей. Надеюсь, что это получится, потому что, я думаю, что не может такая музыка не трогать. Ну что, давайте приглашаем вас в нашу студию, интрига уже есть, послушаем, после чего наша беседа продолжится. Döner güneş yıldızlar, türlü türlü geçer yıllar. Komrat senin yanın mutlar, onlar bana yardım olar. Ne söyleyeyim komrat sana?
Türkü Komrat Sanam. Alilem herkes kimse izledi bu türküyü. Birazcık sırtalım tkenden banyacısıyla gelir. Bunu ben ya duydum. Komrada akapelna çalmak sifte iş derim ama duyulur. Rahmetli Piotr Moysen içinden duyguları, içinden o geçirmekleri Sevda kendi doğma Komrat kasabasına, doğma yerine. Ирина, я говорю о том, что акапельное исполнение про Комрат — это первое исполнение, которое я услышала. На самом деле мурашки по всему телу прошлись. Ну, это ответственная тематика, ответственно и в исполнении. Вы как исполнитель, какие бы строчки отметили из данного текста? Ну, естественно, здесь говорится о том, что о красоте природы нашего края. Но для меня самые такие, наверное, близкие к сердцу пришлись строчки, самые последние. Это в том, что сколько я буду жить на свете, Комрат, вот столько ты будешь у меня в душе. Вот это на самом деле так и есть. И ну, Комрат — это частичка меня и, наверное, многих других людей, которые здесь живут. А то, что передал автор, ну, наверное, должен передать и исполнитель, да? Много работали над данной композицией? Вообще, эта песня у меня вот в планах, она у меня, наверное, была около года, если не больше. Я планировала, я все время думала, как это сделать, как красиво. Ну, не знаю, как-то созревала, наверное, поэтому так долго и пришла к этому. Ну, да, пришла. Почему акапельное исполнение? Ну, вообще, если идти от истоков, у меня муж, он не музыкант, но он, как сейчас принято говорить, очень большой меломан. Он слушает очень много разной музыки, и достаточно часто, хотя я музыкант, но он мне открывает какие-то вещи вот новые, что-то в музыке. И он в один момент он стал слушать армянскую народную музыку. Не то чтобы слушать, но вот какие-то частички, там какие-то песни ему стали нравиться. И он: ну послушай, ну послушай. И вот как-то я тоже вслушалась и вдохновилась очень сильно народной армянской музыкой. Нотки, которые мы прослушали в песне. Да, получается, песня была, ну, песня написана по мотивам армянской народной песни, но с обработкой нашего гагаузского композитора Кости Душку. Он написал дудук и обрабатывал уже всю песню, голос, мы записывали это все вместе. Ему спасибо большое за проделанную работу, за то, что он не просто вот... ну, сделал дело, да, а он сам подошел к этому с душой, и получилось вот то, что получилось. Получилось красиво и замечательно получилось. Спасибо. Это вторая работа Петра Мойси в вашем исполнении? Да, вторая. Получается, что после небольшого перерыва вы вновь вернулись в нашу студию, и спасибо, что эту песню презентуете у нас. Что в планах? Ну, естественно. На этом поставим точку, вновь идем на год-два или как? Ну, не хочется, конечно, ничего прогнозировать, потому что всегда обычно мы говорим о том, что в планах писать еще, там снимать клипы, да, писать песни. Ну, это очень хочется. Быть, да? Что-то в планах все равно рисуете себе. Конечно, хочется уже сделать, наверное, что-то более современное, если говорить о следующем, да. Может быть, что-то молодежное, может быть, уже не на гагаузском. Пока что, на самом деле, это все в планах, поэтому прям четко говорить о том, что вот будет так-то, так-то, я не стану. Но сейчас, в принципе, я связана с музыкой, я нахожусь в декретном отпуске, как говорила, по своей основной работе, но я немножко все-таки ну, подрабатываю, да, вышла на работу, связанную, опять же, с музыкой, потому что туда тянет в любом случае, как ни крути. Я преподаю деткам вокал. Мы говорили с вами об этом за студией. В Доме творчества да, города Комрат. Да, в Доме творчества, кружок по вокалу у нас. Ну и это отдушина самая настоящая. Дети — это вообще прелесть. Что преподаете, кого воспитываете? Детки у нас с 7, ну,
до школьного возраста, да, ну вот школьный возраст до 18, сколько там, 17 лет. Но сейчас на данный момент у меня самые старшие детки, им 14, ну до 15 точно, может младше даже. И я начинала работать еще до декрета. Но могу сказать, что очень сильно отличается работа до декрета и сейчас после декрета. В первую очередь, наверное, потому что у меня само отношение уже какое-то другое, более серьезное, наверное. На детей я стала по-другому смотреть уже, и подход к ним ищу какой-то другой. А второе, это то, что, получается, после декрета я набирала прям абсолютно совсем новую группу. И с ними я работала прямо от нуля. И вот на сегодняшний день, вот что для меня самое важное и приятное, то, что ты видишь разницу, видишь свою работу колоссальную, что детки уже выросли, они такие молодцы. Я сейчас выхожу с работы уже прям такая окрыленная. Все, классно, у нас получается, у нас то. Потому что до этого было на самом деле сложно. Результаты работы видны, да. плоды они, да, приносят удовольствие. Да, это точно. Кроме этого, чем-то еще увлекаетесь? Было достаточно времени и дома посидеть? Ну да, вот, кстати говоря, потому что дома сидела, как говорится, сидела. Творческие люди, они обязательно должны чем-то себя занимать. Да. Ну, у меня появилось увлечение вот из-за того, что я дома. Новое увлечение — это, ну, может быть, необычно будет как-то звучать, и не все поймут, что это такое, но это съедобные букеты. Это букеты из еды. Это могут быть фрукты, это могут быть сухофрукты, там, колбасы, такое все. В общем, на любой вкус и цвет. Часто балуете свою семью такими сюрпризами? Семью, знакомых, друзей, да, как подарок. Это очень приятно, интересно, необычно. Откуда такое увлечение? Любите сами вкусно поесть? Любите необычные подарки дарить? Вот, да, кстати, просто, наверное, из-за того, что я люблю необычно дарить, и мы как-то вот собирались как раз к родным в гости, и вот думали, ну что же подарить, ну как вот прийти с чем-то таким вот обычным. Удивить. Да, и я просто вот пошла в магазин и думаю, так, а ну-ка я сейчас быстренько соберу что-нибудь такое. И я не знаю, как это мне пришло в голову, но вот я это сама интуитивно сделала, а потом я уже стала заходить в интернет, естественно, сейчас в интернете есть все. Я стала смотреть, что этим очень многие увлекаются, это настолько обширно, сейчас прям проходят курсы, ну, бизнес делается сумасшедший, вот, ну, в других странах, более крупных. И я поняла, что, ну, круто, я сама к этому пришла, и в итоге, ну, сейчас, конечно, я учусь уже, может быть, у себя и у кого-то еще, у других, перенимаю опыт и делаю как можно, стараюсь себя развивать и как делать все лучше и лучше. И приукрашать нашу жизнь. А как же малыш? Малыш всегда рядом, он помогает, где-то что-то дергает, бывает портит, но без этого никак. Впереди у нас лето. Какие планы на лето? Надеюсь, что этим летом у нас получится отдохнуть. Не как в прошлом году мы сидели закрытые, никуда никто не мог пойти. В плане творчества, опять же, окунуться в музыку, искать себя, наверное, так. Ну что, желаем больших успехов и всегда рада видеть в нашей студии, и особенно с новой композицией. Да, спасибо, очень приятно на самом деле у вас побывать. Спасибо. Ирина, вам желаю доброго утра, замечательного дня и, конечно, успехов в вашей работе, новых идей в вашем увлечении. Но наша программа продолжается. Провожаем Ирину Милкан, исполнителя Гагаузии. Была презентована новая песня «Комрат Сана» на слова Петра Мойсия и музыка на армянский мотив. Аранжировщиком был Константин Душку, наш известный композитор. Ну что, программа продолжается. Оставайтесь с нами на канале ГРТ.